Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Искусство войлоковаляния развивалось в Азербайджане с древнейших времен, и в отличие от качества, вышивки и вязания, им занимались мастера, специализирующиеся на набивном способе. Они изготавливали формы для войлока и войлок из тонкой шерсти. Гунны, появившиеся на исторической сцене в VI веке до нашей эры и являвшиеся одним из первых тюркских племен, покрывали войлоком верх и полы шатров. Древние тюрки украшали богато узорчатым войлоком специальные места, отведенные для старейшин племени и гостей. Женщины и девушки большую часть времени проводили за изготовлением войлока и различных изделий из него. В эпосе Китаби Деде Горгут, богатым многочисленными фактами, связанными с историей и культурой нашего народа, содержатся интересные моменты о войлоке. В произведении Махмуда Кашгарлы «Дивани Люгат и Тюрк» также говорится о войлоке. Войлок, которым покрывали крыши домов типа алачих, использовался также в качестве одежды, япончи, шапки и обивки. Очень важно, чтобы эти образцы искусства, которые приобрели большую ценность в повседневной жизни тюрок, особенно азербайджанцев, были сохранены и сохранялись сегодня. В сегодняшней беседе мы познакомим вас с художницей Майей Бабаевой, которая сохранила искусство войлока в Азербайджане и подняла его на новую высоту с помощью созданных ею произведений искусства. Наконец-то мы с вами увиделись. Сегодня нам довелось в вашем уютненьком квартире снимать ваши работы. Спасибо большое. Будем нашим телезрителям предлагать, посмотреть, чем вы занимаетесь, как это называется, с чего вы начали, об этом, пожалуйста, нашим телезрителям. Хорошо, я сейчас расскажу сначала о том, что я закончила Азимзаде, училище Азимзаде, художественное училище, в 1978 году. Преподавание черчения факультет был, так как я далек от того, чтобы педагогикой заниматься, я прошла в театре, в драматическом театре Азербайджана стажировку. Я люблю театр. Я стала театральным художником. Очень ответственная работа, но это удовольствие все равно после спектакля получаешь. А потом я там, значит, 18 лет поработала. По семейным обстоятельствам я уехала. Остановимся. Говорите. Можно сказать, про валяние я слышала. Мне это валяние очень так, как будто вот звала меня, мол, работай, посмотри мои работы, что я означаю. И я стала искать, прошерсть стала читать, что такое валяние, как начать, потому что в Азербайджане у нас было когда-то, в какое-то время года это было, но сейчас нету, пауза большая, пауза была большая, и я хотела восстановить это ремесло. Это ремесло очень старинное ремесло, очень, как сказать, сложное ремесло. Но я в своей жизни все время любила вот этой сложности. И я начала читать, стала, во-первых, истории читать. Я историю тоже, когда я с чего-то начинаю, я историю тоже изучаю. И стала начинать с валенок. Сделала я валенки. Мне это понравилось. Конечно же, говорят, первый блин комом. Да, поэтому мне первые работы, конечно, не так уж себе даже не нравилось, но постепенно я набрала опыт.
То есть ваша первая работа была валенка? Валенки, да. Я себе делала, я дочке делала, дома носить. Она имеет лечебные свойства, шерсть имеет, войлок имеет лечебные свойства, поэтому даже медицина подтвердила это, что это лечебные свойства имеет. Чем вот в аптеку ходить, там лекарства купить, лучше одеть каждый человек. Да, каждый человек в своем гардеробе должен иметь войлочные изделия. Ну вот войлок, там техника. Есть мокрое валяние, есть сухое валяние, есть акварельное валяние, вот это акварельная шерсть. И я начала потом, после валенок, я стала акварельное делать, акварельную шерсть, рисунки делать. Опять-таки я скажу, я, может быть, человек немного капризная, я стекло не люблю, потому что она сразу ломается, и акварельная шерсть, она не так, как она не затвердевает, а она ломается и портится работа. Поэтому, практичнее. Да, поэтому я перешла на мокрое валяние. И вот пошло-поехало. Вы начали эту работу. Это ваше призвание, я так поняла, уже получается, да? Вы захотели, видели и почувствовали, что это ваше дело, да? Это ваше теперь уже и профессия, наверное, я так думаю, специалист по войлоку. Вот тема, которую вы выбираете, она у вас в голове рождается, или вы выбираете какой-то определенный тема должна быть у вас? Как это у вас получается? Вы знаете, я сначала, когда я начинала, я думала, это будет у меня хобби. В смысле, и валяние, и театр. А потом я вижу, нет, это вот валяние, войлок тянет меня к себе. И я вот, как сказала, там очень много тайны, там очень много сложностей. И вот так как я люблю вот эти сложности, я пошла вглубь и стала раскрывать вот эти тайны, вот войлочные. Каждый человек, каждый художник, который начинающий художник, если... Но я еще такое скажу, для валяния не обязательно быть художником. Да, там нужна, например, игла, там нужна вода, там нужна шерсть. Начала, сделала свою работу. Но для панно, которое я начала, панно, там уже, конечно, светотень, там уже художник должен показывать. И вот как дальше, все глубже, и я начала уже начинать с панно, натюрморты. Конечно, я сейчас, как вы говорите, призвание, да, я уже без войлока, без валяния я не могу. Я каждый день что-то должна что-то делать. Все новое, новое. Все новое, новое. После панно уже я поняла, что это у меня уже получается. А о том, что как я начну одежду делать, немножко не то, что материальное, а то, что вот... Шерсть, то, что мы с шерсти хотим, какой микрон нам это у нас в Азербайджане очень трудно. Почему? Потому что у нас валяния нет. Да. У нас нет валяния. Это мы начинаем. И мы должны все это для дальнейших наших учеников, для продолжителей, мы это все должны это привести. Традиционно считается, да, правильно? уже Оно было традиционно. Но его просто надо продолжать. Когда-то было, даже люди забыли, да, наша молодежь даже о валянии ничего не знали. Они об этом ничего не знали. И вот мы это валяние мы им показываем и знакомим. Мы, вот это. И еще я вам скажу, художник, когда начинает, вот это я для себя тоже сделала, как бы точку поставила, что валянием, если занимаешься, это не просто вот взяла, нарисовала или сделала там вот таблетку или там фактуру надо показывать. А что такое фактура? Фактура – это, во-первых, 3D. Вот видите, я здесь показала вот эта подкова, показала голову лошади и
придумала, как бы еще поинтереснее сделать ее. И придумала вот эту подкову. Сочетать. Да, и подкову я придумала. И это уже есть фактура. Вот это. Фактура я там сделала, гранат я натюрморт сделала, а потом подумала, что там чего-то не хватает. Я всегда чего-то ищу, вот чего-то не хватает. И я придумала, вот это называется шерстяная бумага. Вот это верхняя, это тоже фактура. И я туда сделала как бы шторы, и это, она покрыла все это, она как бы играла. И вот эту нашла, и вот когда вы говорите, вот что вы, я могу увидеть, где-то что-то мне может понравиться, я могу, это не называется украсть. А если это мне понравилось, я прихожу, Видели я, свои, да, вот, это я начинаю, а свое уже дополняю я туда. Я хотела еще на тему, иногда бывает у меня тема, которая мне по душе. И я, откуда мы берем вот эту шерсть? Вот мы, валящицы, именно мы, валящицы, благодарные, я даже не хочу ее называть овца, я ее называю принцесса Мэри. Когда говорят, вот это овца, убери, вот эту картину убери, я говорю, не называйте. Почему? Потому что мы, валяльщики, благодарны Именно ему. ему. Почему? Потому что если мы одеваем шубу, мы должны убить животное и забрать оттуда шубу. И грех на душу берем. Да. А здесь мы грех на душу не берем. Она нам с радостью отдает свою шерсть, мы работаем, мы тоже рады этому, и она продолжает свою жизнь. Да. И это стало у меня, если даже не королевская моя работа, это гимн или эмблема моих работ. Вот я как раз хотела спросить, у вас вот это ваше детище, можно сказать, да? Да. Каждый из них Да. через ваши руки Да. прошла. Вы точно нашли это слово. Естественно, они все любимые для вас. Да. И есть, наверное, которые среди этих вещей и любители из покупателя, вот, которые больше всего спросом пользуются, да? Больше всего, что у вас? И, наверное, вы еще продаете же эти вещи. Конечно. Потому что без этого никак невозможно Очень любят существовать. «Одинокий волк». Я их работала, очень интересно, она композиция. И мне сказали, просто волк, нарисуй его, но я сделала ее, как волк воет. Я там и кровь показала, я там и лес показала, я и луну показала. Волк же воет на луну. И я вот показала. Их у меня нету, конечно, мне их купили. Хорошо. Потом у меня макет был, наш «Девичья башня». Вы один экземпляр делаете, да, всего из этого? Вы знаете, да, я повтор не люблю делать. Все равно повтор не если получается. спрос есть? Если спрос есть, постараемся. Постараемся, но все равно там что-то меняется, даже лучше получается. Да. Чем дальше, тем лучше получается, интереснее получается. Потому что когда я один волк сделала, его купили у меня, второй, когда заказали, я сказала, я не такой. Нет, только такой. Я говорю, но я лучше сделаю. Я сделала лучше, они пришли, увидели, и на самом деле сказали, эта работа лучше, чем та работа. Поэтому, конечно, если спрос будет на что-то, мы сделаем. Майхан, еще вот такой вопрос. Вы это работаете, делаете эти вещи, так? Это, кроме того, как искусство, скажем, ваша работа, да, продукция, она, кроме как искусства, еще, наверное, натуральнее и полезнее. Поэтому, Продукт натуральный, да, конечно. продукт, поэтому она должна быть намного больше вот, спросом пользоваться. Я хочу вот это... Да, ну, как сказать? Может быть, это моя ошибка, что я сейчас это скажу. В других городах, конечно. Во всем мире волок имеет ценность. А так как у нас в Азербайджане пауза большая была, ремесло, поэтому мы должны
доказать, и восстановить, и доказать людям, что, мол, это имеет лечебные свойства. Свойства, да. Радикулит. Там если... я так тоже валенки, когда одеваешь, на босу ногу надо одевать. Если там есть вонь, она вот эту вонь убирает. Кровообращение помогает. Лечебные, она имеет лечебные свойства, конечно. Лечебные свойства. А кроме этого, знаете, войлок в наши дни, наверное, очень тяжело в Азербайджане. Вот шерсть покупать, Да. материал подготовить. Да. Для Да. того, чтобы готовить Да. такие красивые Да. изделия, все надо, чтобы под Да. руками было. Ну, я, конечно, начала основу делать, основу вот это я имею в виду. Вот основу я это сделала, то, что продают у нас, На руках, да? на базаре, Например, предположим. Оттуда я взяла, сначала я над этим поработала, и основу я делаю, а потом уже вот цветные вот шерсти, это уже мы привозим из-за границы. Очень трудно. И дорого, наверное, да? И дорого, а иногда бывает материал, не тот материал, а кому докажешь, что докажешь. Есть же материал, вот пошла, взяла, если у нас здесь продукция продадутся, пойду посмотрю, мне не понравится, я не куплю. А это я заказываю через года, через города, через кому докажешь, что это материал не такой. Конечно, нам очень трудно. Очень трудно. А вот кто ваши покупатели? Какое население, слой населения? Молодые? Контингент, например? Нет, не молодые. Не молодые? Нет, до молодых еще не дошло это. Пока им Не осознают. Я вам одну вещь скажу. То, что они у меня купили, они еще. То, что это валяние, что это шерсть, это они об этом не думают. Они думают, что ой, какая хорошая работа. Ой, это она на чем-то, это уже новое что-то. А что это? Они, до них еще немножко. Это, наверное, мы сами виноваты. Мы должны распространять это. Ну, конечно, для этого и государственная поддержка нужна, и материальная, Обязательно. и вот материалы, с чего Обязательно. готовить. Потому что это такое дело, это не только ваше дело, это национальное, вот это, которое традиционно наше было, наши бабушки это делали, мы должны его будущим поколениям показывать. Вы знаете, это же я делаю, конечно, для своего удовольствия тоже делаю. Но если мы в мировой рынок выйдем, не про Бабаеву Маю будут рассказывать ведь, про Азербайджан будут рассказывать. Да. Я вот это хочу, добиться вот этого хочу. Я пишу куда надо. Ну, почему про Надю знают, ее работу знают, про Оксану знают в других городах? Почему Майя ханым не знает, Майя ханым не почему? знает, Азербайджан Мехрибан это ханым не да, знает, да. Найля ханым не знает. Да. Почему? Чем? Ну, не хочу сказать хуже. Не Это то эгоистично будет. Но я же знаю, что наша работа не хуже. Выставлялись ваши работы где-нибудь, скажем, в международном арене, вот в фестивалях, дефиле или где-то еще? Дефиле у нас было, да, в Азербайджане. Мы пока никуда не выходили. А есть желание такое? Желание есть, обязательно. С какими странами вы хотели бы работать по этому поводу? Я бы в Европу вышла бы. В Европе правильно, больше ценят натуральность. Да, В наше время, да. когда есть все искусственное. Где ценят, я Да. бы туда пошла бы. Да. Они уже понимают, к этому перешли. Через искусственное, через все попробовали, но я думаю, что они тоже осознали, Ведь, что... знаете, у каждой страны есть свой орнамент, есть своя техника у каждого валяльщиков. Вот, например, 2 дня тому назад из Турции к нам приехали, она тоже рукодельница, хорошая рукодельница, она печворком занимается. Она когда зашла, она говорит, это клад, говорит. Видите, кто ценит, тот понимает. Она говорит, в Турции я видела валяние, но не такое. Поэтому я говорю, у каждой страны своя техника, у каждого художника
своя загадка, конечно, свой подход. Да, подход. Свой подход. Если они где-то встречаются, мастер-классы, вот магазины есть, во всем мире есть это. Если даже я, например, Кимахан, я вас не знаю, но я пришла, вижу вашу работу, и я сразу вижу, что это наша техника. В смысле, если Татарстан увидел, свой почерк, свою технику, она видит и видит. По содержанию. Мы родственники. Да. Также меня, если увидят, ну, у нас мало, конечно, в Азербайджане мало. В дальнейшем, я думаю, чтобы это было, чтобы распространилось, чтобы Волоку любили. Это же натурально, почему бы нет? Давайте будем желать нашему руководству, кто этим занимается, кому это касается, чтобы вас поддержали морально и материально. Спасибо потому большое. что это дело общее, это национальное. Да, я думаю, да, что не только ваша работа, и это надо помогать по-всякому. Да. И сегодня поэтому и спонсировать, здесь, немножко спонсировать. Спонсировать одно, заметить, оценить вашу работу увидеть. И распространять. Да. Не только в стране, и за пределами страны тоже. Да. Майхан, вот вы много, я смотрю, здесь у вас рукоделие, есть ваша продукция. Самая любимая из них, как вы думаете, который больше любимый? Я сейчас... Бывает же, наверное, у вас тоже есть. Нет. Такое. Я сейчас одну вещь. Зашел ко мне, почетный гость, и говорит, посмотрел, и он говорит, подари мне самую худшую работу твою. Самую худшую работу ты мне подари. Я ее, говорит, у себя дома, на самом высоком почетном месте, говорит, я ее повешу. А для вас же его нет, самой худшей работы? Я говорю, у меня нету этого. Видите? Это все мое. Я даже своей дочке говорю, дочь, я люблю свою работу как свое дитя. Потому что я работаю, я на ней работаю. Нас изобрел Аллах. А вот это я изобретаю. Как Аллах меня любит, так же я свою работу люблю. Майхан, кроме того, вот именно душу надо вкладывать, свою любовь надо. Обязательно. Потому что она сказывает все равно, как мы кушать готовим, как у нас получится, как мы любя готовим, не просто переведенно. Да. И даже ваша работа, любовь свою, нежность передаете через эти 6 и дарите людям радость. И здоровье где-то. И, конечно, особенно женщины. Например, я смотрю, у вас не только вещи, отдельные предметы, у вас еще красивое платье, которое вы сделали очень необычно, я бы сказала. Я к одежде очень трепетно относилась, как бы боялась. Почему? Потому что у нас шерсть микроны имеет. Что такое микрон? Это вот толщина волос. Например, у меня вот толщина волос 54 микрон. А у овца начинается с 14 микрон. Поэтому вот это, например, я делаю 23 микрон. А понижнее, если делать, например, на лето сделать кофточку какую-нибудь, там уже микрон должен быть 14. А вот это 4, да, чтобы она нежно была, и чтобы не жарко было. И вот это 14 микрон очень трудно находить. В Азербайджане это вообще не найти. Поэтому я, если хочу делать какую-нибудь работу, я от души делаю. Если она плохо будет, если мне она не понравится, я уже об этом, у меня бессонница будет, я не буду. Но здесь я нашла чуточку. Конечно, там микрон не было написано. На ощупь мы чувствуем, она нежнее. Поэтому я это вот платье сделала. Вот снимем это платье или как? Показывайте прямо. Просто вот мак, вот сюда продолжение идет. Я потом сделала колье. Ох, как шикарно. Вот. Там как раз идет декольте. Это своеобразная красота, понимаете? Это идет там декольте, как раз это декольте закрывает вот это колье. Да, шикарно. Вот так. Да.
Майхан, помимо этого, наша, я думаю, что моя любимая из ваших работ продукция, и главное для меня, среди ваших вот этих всех, конечно, вот это Шушинская крепость. Насколько трогательно, настолько вот чувствуется ваша любовь к родину. И ваша работа вот здесь особенно, она, знаете, подчеркивается, ваше душевное состояние. Вот когда вы начали эту Шушинскую крепость Вы знаете, творить в жизни? Вот эта крепость, об этом крепости я долго думала, потому что Шушинская крепость сделана из глины, сделана из дерева. Ну, я говорила, ну, Майя, ну вот что ты стоишь? Вот все сделали, вот эти декоративные, все сделали. Войлока нету, надо начать, надо начать. И это так получилось, когда у нас война шла, 44 дня, да, вот это. Я думала, вот я начала, и пока война идет, я докончу ее. Ну, слава Богу. Война Закончилась победой. Победы до того, как я закончила, но я над ней работала 6 месяцев с лишним даже. Наверное, почему? Потому что там составлять. слоями работаю, слоями, и каждый слой, я вот иголку не взяла, каждый слой иголки, ну вы сами знаете, иголкой. Да, я Там, видела тут раз да, показывали, как это слоями, каждый вот сантиметр, сколько туда надо вот с иголкой туда работать. Но я душевно работала, каждую мелочь показала. Не было, харбюльбюль не было, потом я ее туда, это тоже добавила, потом флаг вот добавила. Я там еще показала ключ. Видите, вот там? Ага. Я там ключ показала. Ключ крепости Шуша. Это ключ у нас находится в музее. Как мы уже подчеркивали, Шуша – это наша главная земля в Азербайджане. Она для нас особенная, потому что она является очагом культуры азербайджанского народа. Там родился и вырос наш... Натаван Хуршудбан, Узейр Гаджибеков, Молла Пенахвагиев, потом хан Шушинский, который на весь мир, его голос Карабахский, наверное, многие наши телезрители об этом знают. Плодородная земля, это плодородная земля, она вырастила известных людей, которые за пределами республики представляли Азербайджан. И потом эта крепость, сама крепость Шуша, это действительно это на таком высоте, который на Кахраман Шуша. Героическая, да. Можно сказать, город-герой. Символ Азербайджана. Поэтому, наверное, вас и тем более он находился еще у захватчиков, но теперь уже получили, мы спокойно можем сказать, что это наша родная Да, везде сейчас это говорят, что Карабах – это Азербайджан. Даже это Путин сказал, что Карабах – это Азербайджан. Так что мы гордимся нашими шахидами. Аллах рахмет eylesin onlara. Ими очень больно, конечно, об этом думать. За 44 дня, какая там война была, это уже сами они чувствуют. И мы, сидя у себя дома, знали, как бы верили в них, что мы победим. Но это то, что мы делаем, это было мое больное место, что я должна тоже показать свою ручную работу, чтобы, пускай мою работу тоже во всем мире, так как вы, вот как вы сказали, войлок, валяние, самое большое место играет в Кыргызстане, они этим занимаются, пользуются, очень хорошие мастера там. Я бы очень хотела, конечно, найти себе коллег
найти друзей среди Кыргызстан, этих рукодельниц, валяльщиков. Очень хотела бы с ними подружиться. Я бы их пригласила, они бы меня пригласили, чтобы мы друг друга как бы вдохновляли. Да, потому что это мы одни корни, один язык. И один язык, и еще ортақ мәдениетimiz var. Вот культура наша, вот у нас ремесло есть у нас, которое мы этим занимаемся. И нам есть с друг другом о чем говорить. Да. О больших этих секретов валяния. Майя, мы же, я думаю, что обо всем рассказали, о вашей работе. Мы уже поняли, что вы душу вкладываете. Смотря вот эту Шишинскую крепость, мне очень трогало, потому что там чувствуется любовь к отчизне, к родину. Насколько вы любите эту землю, священную нашу для нас, нашу родину. И ваша привязанность, ваше вот это чуткое отношение к своей земле. Это одно. Но я думаю, что еще в будущем у вас есть такие мечты, скажем, да, которые еще не воплотили в жизни. Что это? Есть и такие мечты? Есть. Или над чем вы сейчас работаете? Можно так сказать, спросить? Конечно. Спасибо за вопрос. Хороший был вопрос. У меня есть вот такая начатая работа. Ну, начатая как? Может быть, год, как я начала, но это спорная работа, потому что я не люблю, если я начну работу, закончу ее, и кто-то мне придет, в смысле, скажет там, что, мол, вот что-то, ошибку найдет. Поэтому волосы, цвет волос, это было у меня спорный вопрос. Черная была или рыжая, или там светлая, да? Что же они? А это сарыгялин? Ну, конечно. Это, конечно, сарыгялин называется. Но то, что сарыгялин, я сделала обновку, в смысле его одежду, сары, желтого цвета. Но когда я стала уже глубже идти, там докапываться, уже я читала очень много вот этих текстов, там было написано, что, оказывается, песня есть такая у нас, Сарыгялин. Там говорится о волосах, что волосы у нее были светлые. Поэтому сейчас я, как бы, ну не знаю, как бы я сейчас уже уверена в том, что да, я нашла эту ошибку, значит, волосы должны быть светлого цвета. И я уже заканчиваю эту работу, начинаю работать над ней. И опять-таки фактуру показываю. И свою тему у нас, значит, сарыгялин, но я дополняю свою тоже туда. Я думаю, что наши телезрители знают, что такое сарыгялин, кем она была, чья она была. И об этом очень спорно был вопрос. Каждый народ, он считал это свое. И поэтому теперь уже через ЮНЕСКО подтвердили, что сарыгялин это принадлежит Азербайджану. Это неоспоримый уже факт. Поэтому я думаю, что очень правильно ваш вот это не менее важно, чем Шишинская крепость. Это ваша вторая, очень, я думаю, ударная работа будет, я думаю. И я хотела бы, если честно, мое мнение, если спросить, это не в таком маленьком масштабе, а прямо как полотно целое, как ковер, например, чтобы выразить свои чувства в этом сарыгялине. И песни вот там есть, которые любят везде, как символ Азербайджана сарыгялин. И я думаю, что кроме сарыгялина у нас еще национальный вот такой орнамент, который называется бута. И это тоже одна из любимых наших орнаментов национальных, чалагай, который делает это везде. Я думаю, что везде его можно применять. И тут я как поняла, что и гранат, по-моему, да, вы сказали, гранат, и еще что-то. Я думаю, что вы лучше расскажете, чем я. Да, спасибо большое за этот вопрос тоже. Конечно, как вы сказали, орнамент это бута, это азербайджанский наш национальный орнамент, фольклорный даже можно сказать. А я люблю дополнять. Орнамент просто бута. Во-первых, я ее опять-таки показать, вот фактуре хочу показать, а между
фактурами, пока я не докончила, это незаметно, что это гранат. У нас ведь национальный гранат тоже, символ тоже этот наш фрукт. Поэтому я показываю, как бы, это века. Вот, это вот века. Означает вот эти сроки многолетние, да? Да, это века. Многовековая да, история. века. Видите, он маленький здесь. С этого идет другой век, уже побольше будет вот это показывать, а потом еще больше будет показывать. Но дальше что будет, я не знаю. Когда я начинаю работать, я не знаю, что буду делать. Я делаю, что мне в мозгу. Богом дано. Да, и заканчиваю. И, конечно же, Майя Ханым, спасибо вам большое за проделанные работы. Я думаю, что ваша тема каждая по себе, она интересная, полезная, не только для наших телезрителей, также для молодой поколения, которое вырастает. И это будет для них предоставлено как наша национальная традиция, которую спокон веков наши предки делали, наши бабушки делали. Хотя она приостановилась, я не знаю, по какой-то причине, вот эта войлочная работа. Я думаю, что она продолжится и дальше, благодаря вам, таких как вы, которые восстанавливают, продолжают свои традиции национальные. И я думаю, что это очень полезным делом вы занимаетесь. Это нас очень радует. И еще, конечно, это национальное все. Саргялин, бута, шуша, еще гранат, который считается нашим фруктом вот, национальный, да? Да. Это все, чтобы представить Азербайджан за его пределами, это очень хорошее занятие. Не то что занятие, но она полезная, чтобы в лучшем виде представить Азербайджан. И я думаю, что у вас тоже есть сказать в конце нашим Конечно, спасибо вам. Большое вам спасибо, что вы оценили, что вы приехали, нашли время, свое драгоценное время, задали очень много интересных вопросов. А последний вопрос, который, это тоже, я скажу, очень важное, чтобы у нас было продолжителей. Пока продолжителей у нас нету. Я бы очень хотела, чтобы в школах, в вузах, в техниках, в училищах, чтобы проходили вот это войлочные занятия, чтобы туда их учили наших девушек, молодых. Да, да и вообще. Некоторые женщины сидят дома, им нечем заниматься, они скучают вроде бы, да, но вот это очень хорошая работа. И для себя они сделают, и для того, чтобы заработать денег. Понимаете? Вот. Спасибо вам, что вы... Напоследок я хотела для наших телезрителей напомнить, что вот это, которое вам показывали, крепость Шушинской, я думаю, что это каждого азербайджанина должна вот у себя в комнате или в доме, в уголке, потому что это напоминает очень многое о своей родине, о Шуше, о тех, которые пожертвовали свою жизнь ради вот это именно за кусок земли, так скажем, который называется Шуша, это для нас является Азербайджан. Вот это я хотела сказать и хочу предлагать, чтобы ваша вот эта работа пользовалась очень большим спросом, потому что вы немало туда вложили и материально, и морально. Спасибо вам большое. Вам тоже спасибо большое.